Чувашские школьники снова подтвердили, что их физподготовка одна из лучших в стране. Команда нашей республики заняла 3-е место на всероссийском летнем фестивале ГТО, который завершился в Артеке. Насколько сложно было стать бронзовым призером и что запомнилось ребятам больше всего? На эти и другие вопросы журналистов участники фестиваля ответили сегодня на пресс-конференции. Вот эти 8 отважных спортсменов. Все они обладатели золотых значков комплекса ГТО. Но участвовать в фестивале, защищать честь республики – дело ответственное. Ребята говорят, на соревнованиях они волновались, но шли к победе. А потом даже сами не поняли, как стали бронзовыми призерами Всероссийского летнего фестиваля ГТО. Для республики это пока лучший результат за 3 года участия. Это все было постепенно, через страх. Мне сложнее всего удалось 1,5 километра. Ну, просто я не люблю такие длинные дистанции. Мы знали, что это надо сделать. Мы делали на максимум, пытались. Были судьи строгие, но справедливо все. На следующий год мы, может, добьемся больших результатов. Главное, надо заниматься. Ребята рассказывают, соперники попались сильные, но оттого было интереснее. Из всех норм ГТО для многих самым сложным стало преодолеть дистанцию в 1500 метров. Непросто дались стрельба из пневматической винтовки и силовая гимнастика. Однако 3 недели своей жизни они запомнили не как спортивное состязание, а как веселую лагерную смену с экскурсиями, морем, горами и новыми знакомствами. Мне в Артеке очень сильно понравилось, уезжать не хотелось. Не хотелось оставаться с друзьями, с которыми мы очень сильно сдружились. Было очень интересно. Мы ездили на экскурсии, ездили в Севастополь, в Симферополь. Кстати, именно Дарья Мишанина в результате обошла 115 соперников и заняла 2-е место еще и в личном первенстве. А Даниил Павлов стал бронзовым призером среди юношей 14-15 лет. Такие высокие результаты среди 85 субъектов страны – это большое достижение не только этих детей, но и их родителей, тренеров, учителей физкультуры, которые внесли свой вклад в их подготовку, отметили участники пресс-конференции. Во всех районах у нас организован центр тестирования. И центры тестирования они находятся в физкультурно-спортивных комплексах. И вот наши результаты наших детей показали, что большинство наших участников чувашской команды это были легкоатлеты и пловцы. И наличие бассейнов, физкультурных комплексов, спортивных площадок, которые построены в республике, это результат вот этих всех проектов. По данным регионального оператора ГТО в Чувашии, за последние несколько лет больше 6000 жителей республики стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО. Екатерина Храмкина, Вести, Чебоксары.